Мира и здоровья вам! Сегодня я бы хотел поговорить о учебнике, который вышел недавно, учебник истории, истории России. Известный он как учебник Мединского. На самом деле, учебник 9 класса «История России» выпущен под редакцией академика Российской академии наук Таркунова. Посмотрите авторов: Арсентьев, Данилов, Левандовский, Токарева. Учебник имеет положительные заключения по результатам научной, историко-культурной, педагогической и общественной экспертиз. Научно-редакционный совет: Таркунов, председатель, академик Российской академии наук, ректор МГИМО. Арсентьев, член-корреспондент РАН, сопредседатель научного совета Российской академии наук по российской и мировой экономической истории. Гореев, генерал армии, президент Академии военных наук. Лазебникова, член-корреспондент РАО, главный редактор журнала «Преподавание истории и обществознания в школе». Далее, Панкин, директор школы номер 1741, город Москвы, руководитель Московского регионального отделения Ассоциации учителей истории и обществознания. Вот интересный здесь персонаж: Тишков, академик Российской академии наук, академик, секретарь отделения историко-филологических наук Российской академии наук, директор Института этнологии и антропологии Российской академии наук. Уколова, доктор исторических наук, профессор, завкафедрой всемирной и отечественной истории МГИМО. И вот тут обращаю ваше внимание, дата учебника указана почему-то 2016 год. Очень такие именитые люди написали учебник. Казалось бы, там не должно быть какой-то лжи антинаучной, правильно, вот в этом учебнике. Но уже очень многие возмутились. Я знаю, Спицын возмутился очень сильно поздним советским периодом, насколько я понял его. Были выступления против указания там, что-то там было недовольно указанием депортации, насколько я помню. Депортации народов 43-44 годов. Я все ждал, когда же кто-то возмутится следующим параграфом. Это я уже, в смысле, возмущаюсь, теперь уже я. Это параграф 13-14, внешняя политика Николая I, Кавказская война 1817-1864 годов. Крымскую войну я затрагивать не буду. После присоединения Грузии, части Армении и Азербайджана, границы Российской империи, образованной здесь Имеретинской области, подошли к территориям Северного Кавказа. Здесь издавна проживали племена самых разных народностей, обобщенно их называли горцами. С давних времен у горцев сложился особый уклад жизни, важную роль в котором играли набеги. Они были главным занятием мужского населения из-за того, что гористая местность не позволяла активно заниматься сельским хозяйством. Особенно часто горцы совершали набеги на грузинские земли. Конец цитаты. Мне вообще интересно, кто составитель именно этого параграфа. Там же несколько лиц я указал. Кто именно ответственный за этот параграф? Племена. Это так уничижительно и такое обобщенно. Да вас там много, что вообще разбираться, сколько вас там, зачем, почему, никакого отличия там, допустим, дагестанец, дагестанец, там уже внутри, сколько этносов, внутри Дагестана. Чеченцы, ингуши, осетины, кабардинцы, мы адыги все, западные и восточные адыги, и всех разом, какие-то племена. В общем, кто это писал, я не знаю, и это так специально уничижительно, это совершенно неприемлемый и ненаучный подход, и
ну, я за всех говорить не буду, я надеюсь, что и другие выскажутся, да, этносы. Я буду говорить за адыгов, да. Дело в том, что основным занятием мужского населения адыгского это было скотоводство, земледелие, пчеловодство, различные ремесла, изготавливались седла, одежду и так далее. Вот это было основным занятием мужского населения адыгов, по крайней мере. По крайней мере, никаких набегов на Грузию адыги не совершали. Я очень прошу вот этих всех академиков собраться и найти мне указания, конечно же, в первоисточниках указания, что вот адыги делали набеги на грузин. Найдите, пожалуйста. Я вот вам сейчас покажу интересную выдержку из работы вот адыги. Она издана Российской Академией Наук, вот из серии «Народы и культуры», издательство «Наука». И обращаю ваше внимание, ответственный редактор серии – это вот все тот же Тишков, вот, который указан и в учебнике. Внимание, выдержка. В XVIII веке кабардинские князья обладали военным потенциалом, который позволял не только отстаивать независимость страны, но и оказывать помощь союзным государствам. В 1742-1745 годах кабардинские отряды принимали участие в освободительной борьбе Картли под предводительством Гиви Амилахвари. В феврале 1750 года кабардинские отряды совместно с грузинским войском нанесли сокрушительное поражение персидскому войску под Самшат-Дила. В 1751 году войско кахетинского царя Ираклия II при поддержке кабардинского отряда нанесло поражение войску табризского азербайджанского правителя Азатхана. В апреле 1752 года Ираклий II потерпел поражение от войск шекинского азербайджанского хана Гаджи Челеби, поддержанного правителем Губинского ханства, а также дагестанскими владетелями Эндери, Авари и Кайтага. Объединенные азербайджанские и дагестанские войска готовились к наступлению на Тифлис. Царь Картли Теймураз II и царь Кахети Ираклий II обратились к кабардинским князьям с просьбой о военной помощи. 15 августа 1752 года кабардинские князья отправили в помощь правителям Грузии 1500 всадников под предводительством Казье и Каншоко Джилякстановых и 500 всадников под предводительством Кургока Месостова. 1 сентября 1752 года грузинские и кабардинские войска, около 4000 человек, выступили из Тифлиса навстречу наступавшим войскам противника, около 7000 человек, которых возглавлял сын Гаджи Челеби Ага-Оглан. С приближением грузинских и кабардинских войск Ага-Оглан стал в спешке отступать. 5 сентября на реке Загли объединенные грузинские и кабардинские войска настигли и атаковали войска Ага-Оглана. В результате сражения войско Ага-Оглана было обращено в бегство. Грузинские и кабардинские войска преследовали войска противника еще на протяжении 50 верст. В результате этого сражения противник потерял около 700 человек убитыми, 300 человек были захвачены в плен. Кабардинские князья оказали военную помощь Ираклию II и в отражении нашествия 20-тысячного дагестанского войска под предводительством хунзакского правителя Нурсал-бека на Картли и Кахети. В результате сражений в 1754 году при Мчадиджвари и в 1755 году при Квареле грузинское войско при поддержке кабардинского войска нанесло поражение дагестанским отрядам. Конец цитаты. Не то, что каких-то набеги, да, дело в том, что Грузии помогали, да, кабардинские там, войска, так скажем, да, и воевали против тоже войск. Это не шайка какая-то, да, 20-тысячное там дагестанское войско, например, или азербайджанское. Это войско. Это не какие-то грабители, шайки, да, вот набеги, которые совершают, и вот Россия вынуждена там что-то кому-то помогать. Каким грузинам вы там помогали? Тоже вопрос. То есть в учебнике написана явная ложь, явная прям. И
Единственная причина захвата Кавказа – это имперские амбиции. Это вот как в басне Крылова вот говорится, да, волк и ягненок. Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать. Все, никаких других причин начала этого конфликта и войны не было. И вот далее очередная ложь из учебника истории России. Россия столкнулась с постоянной необходимостью обороняться. Однако из-за того, что горы служат естественной крепостью, оборона и ответные операции были очень трудны. По этим причинам подобные вылазки горцев часто оканчивались успехом. В 1816 году военное и гражданское управление на Кавказе возглавил генерал Ермолов, командир отдельного грузинского, позже Кавказского корпуса. Он решил установить спокойствие на границе. Для этого он предложил переселять местное население с гор на равнины, возводить крепости на пути набегов, тем племенам, которые переходили, вот, внимание, на российскую сторону, гарантировались льготы. Так в 1825 году Кабарда признала власть России. Также войска Ермолова предпринимали военные походы в горы. Ермолов основал на Кавказе ряд укрепленных пунктов, которым были даны характерные названия: Преградный стан, крепость Грозная, Внезапная, Бурная. Конец цитаты. Вот здесь в учебнике написано вот таким образом, что русские такие вот ангелы такие, у них крылья вот здесь вот, да, и на них нападают какие-то вот эти мерзавцы, какие-то нападают эти племена горцев, да. А ничего, что русские войска зашли на территорию, не принадлежащей Российской империи, никогда, вообще ранее не принадлежащую, да, и начали постройку вот этих крепостей. Ну вот, чтобы вы примерно понимали, когда немецко-фашистские войска вторглись на территорию СССР, и их же тоже атаковали, эти войска атаковали войска СССР. А почему трактовка совсем другая? Вот непонятно, для меня вообще непонятно. То есть, есть определение, да? Вот захват, аннексия территории, да? Вот то же самое происходило здесь. И оценка должна быть такая, и освещение события должно быть именно таким. Никогда ранее не принадлежавшие земли Российской империи захватываются. Вот так должно быть написано. И это не племена, а этносы на Кавказе вели свою борьбу за независимость. Вот так это называется, вот это определение. Борьба за независимость. И очень интересный момент, вот Кабарда это якобы какое-то племя, да. Я не знаю, что вы там вот в предыдущих учебниках, в предыдущих классах пишете. Но если взять период Ивана Грозного, когда становление, да, вот российского государства, так скажем. Вторая жена Ивана Грозного, Гошаней, потом в крещении стала Марией, дочь кабардинского князя. Правильно же? Правильно. И никакого неравного брака не могло бы быть. То есть Иван Грозный никак бы не мог жениться, официально жениться на дочери там какого-то вождя племени. Это, надеюсь, понятно вот этим академикам, составителям учебника племена. А потом, кстати, вот эта подача, вот Россия помогла Кабарде против Крымского ханства, да? Дело в том, что если бы не помощь кабардинских войск из Кабарды, то само государство российское было бы под большим сомнением. И наверняка история могла бы пойти по другому пути, потому что уже к тому времени 2 раза была сожжена Москва. Сахиб Герай такие рейды там проводил, более 100 тысяч убитых было. И совместно 2 государства совместно выступило, российское государство и Кабарда, против Крымского ханства. Если кто-то не согласен, выскажитесь, пожалуйста, с этим. Я готов вести дискуссию, научную, само собой, дискуссию. И вот эта жена Гошаней, между прочим, это она подсказала Ивану Грозному
создать опричнину. Мы по-разному можем относиться вообще к этому институту, но и тем не менее это она повлияла на это. Поэтому влияние именно кабарды и кабардинцев и в дальнейшем было большое. Это вот сподвижник Петра I Бека Черкасский, да, например, и так далее. Ну, вот тогда, в те времена, был действительно очень такой серьезный военный союз. И обе стороны поддерживали его, этот союз. Потом в Российской империи надели вот эти вшивые парики, в прямом смысле, с овшами эти парики надели и решили, что теперь они стали культурнее, чем все остальные. То есть назвали себя империей и вперед. И если мы вот будем говорить именно об адыгах, да, о Кабарде, по Белградскому договору 1739 года Кабарда признана независимой. Ни от кого не зависит. Потом проходит время, и в 1762 году в результате государственного переворота, то есть сепаратистским методом, к власти приходит София Августа Фредерика Ангальд-Цербская. Позывной у нее впоследствии стал Екатерина II. И вот эта чистокровная немка решила не воевать со своими побратимами в Европе, а решила воевать со своими союзниками. До сих пор Кабарда была союзницей, и по Белградскому договору она была независимой. И Екатерина II решила уже сразу же, в 1763 году, построить крепость на чужой территории, ссылаясь на то, что это вам тоже нужно, да? Ну, там длинная переписка, я не буду это все сейчас вам говорить. Сам факт того, что был нарушен Белградский договор, и началась аннексия кабардинских земель. Вот такая вот была причина начала войны. Никаких там набегов, все мужское население чуть ли не в набедренных повязках там бегает, что-то грабит. Это в больном воображении вот этих составителей учебника истории. На самом деле все было совершенно не так. Далее вот в учебнике написано, что про Ермолова. Вот Ермолов, он там предложил переселять местное население с гор на равнину там и так далее. Во-первых, все, что было до Ермолова, это тоже изжигание селений было и угон скота, грабеж. Вот легальный грабеж. Самое интересное, мне сейчас могут возразить, ну, есть же принцип историзма, и на тот момент это считалось нормой, что войска там грабят, например, да? Ничего подобного. Ничего подобного. Кстати, это вопрос очень серьезно рассмотрен в работе Лапина. В этот же самый период, вспомните первую вот эту войну отечественную, когда Наполеон напал, и российские войска идут по всей Европе и захватывают Париж. Никаких грабежей, под строжайшим запретом. Это запрет приказан был. В это же самое время на Кавказе грабеж идет полным ходом. Грабеж населения. Захватывается все имущество, какое вообще возможно. Да? Истребление селений идет. Поэтому не надо рассказывать про принцип истории. То есть на Кавказе творилось беззаконие с точки зрения российского закона, на который закрывались глаза. Это тоже, может быть, упомянуть надо в этом учебнике. Ну или хотя бы не писать глупости. Ермолов, ну вот, давайте, у чеченцев давайте спросим, какое отношение к Ермолову, да? Сколько раз взрывали этот памятник Ермолову? Ну, поспрашивайте. Этот мясник, это палач Кавказа, как его еще помягче назвать. А вы его там в таких этих, вот знаете, ну такой он деятель классный, он такой, столько хорошего сделал, да, он истреблял людей, мирных людей. Это что ли хорошо? Вот сейчас вот в Палестине, да, убивают палестинцев, мирных, простых. Вы же не радуйтесь этому, вы же не считаете, что это норма, правильно? Вот точно так же не надо считать нормой то, что творил Ермолов и его сподвижники. Это он, Ермолов,
стал сподвижником в последующем всех остальных, ну кроме Иммануэля. Иммануэль, кстати, не его сподвижник, а вот все остальные начали использовать методы Ермолова. Я просто не хочу сейчас долго об этом говорить, но это палач Кавказа, о котором так и надо писать в смысле. Если вы хотите некого хотя бы межэтнического согласия в нашей стране, нашей родине, многонациональной родине, надо говорить правду. Далее, вот в этом же учебнике написано: окончательное покорение горских народов и завершение Кавказской войны произошли только в 1864 году, уже в правлении преемника Николая I на троне императора Александра II. Победа в кровавой войне утвердила власть России на Кавказе. Далась она дорогой ценой, в боях на Кавказе пали тысячи российских военных. Кавказская война закончилась поражением горцев и присоединением их земель к России. Включение горных районов Кавказа в состав Российской империи имело позитивное значение для местного населения. С новой властью сюда пришли более совершенная техника земледелия, просвещение и здравоохранение, прогрессивная русская культура, а позже и промышленное производство. Начался процесс взаимного обогащения культур и многонационального Кавказского региона. Конец цитаты. Это тоже очень такой вот... Это ложь. Это абсолютно антинаучная ложь. На Кавказе, вплоть до 1890-х примерно годов, ничего для горцев не делалось. Горцы сами как жили своим укладом, так и жили. Школы создавались только для русских. И города, здесь на Кавказе города создавались именно для российского населения, населения Российской империи. Не для инородцев. Вот мы на Кавказе были инородцы для Российской империи. И для инородцев были свои правила. То есть шла сегрегация. Почему об этом не указано в учебнике? Какую культуру принесли на Кавказ вот эти Российская империя? Вот поподробнее хотелось бы узнать, что было сделано для инородцев в плане культуры. Очень интересный момент. И каким путем, какими методами шла вот эта вот война, да, которая завершилась. Я вот сейчас приведу вам выдержку из вот той же книги Адыги. Одним из главных методов, применявшихся царским командованием при завоевании Кабарды и Западной Черкесии, была аннексия территорий, имевших стратегическое значение, удобных равнинных территорий, изгнание с них населения, изгнание, повторяюсь, и военно-казачья колонизация. Территории, аннексированные царскими войсками, застраивались укреплениями и казачьими станицами. Еще одним из основных методов, использовавшихся царским командованием при покорении Северного Кавказа, прежде всего Кабарды и Западной Черкесии, были так называемые карательные экспедиции, походы, во время которых царские войска уничтожали аулы, поля, запасы хлеба и сена, угоняли скот. Для ряда народов Северного Кавказа война с царизмом стала войной за независимость. Они оказывали упорное сопротивление царским войскам, совершали ответные нападения. Во время военных действий гибло и мирное население. Борьба северокавказских народов за независимость осложнялась масштабным превосходством ресурсов царской России, экономических, военных и других, над их ресурсами. Далее, 27 июля 1864 года своим приказом объявил рескрипт императора Александра II об окончании Кавказской войны. В связи с этим событием была учреждена медаль за покорение Западного Кавказа. После данных событий царские войска, внимание, снова прошли по территории Западной Черкесии. Они уничтожали уцелевшие черкесские аулы, запасы хлеба, угоняли скот, а их жители под конвоем отправляли к Черноморскому побережью для отправки в Османскую империю. Далее. Прогрессивные представители российского общества критиковали экспансионистскую политику царизма на Северном Кавказе. Даже некоторые представители высшего офицерского корпуса осуждали силовые карательные методы, применявшиеся царскими войсками против черкесов. Главнокомандующий войсками на Кавказе генерал Ртищев выступал за мирные и дружественные отношения с кабардинцами. Начальник Черноморской береговой линии генерал Раевский
осуждал экономическую блокаду Черкесии, разорительные экспедиции в Западную Черкесию, осуществлявшиеся царским командованием, и выступал за мирные отношения с ее населением. Командующий войсками правого крыла Кавказской линии генерал Филипсон предлагал добиваться покорности населения Западной Черкесии не военными, а мирными методами. Некоторые декабристы, участвовавшие в боях в Западной Черкесии, заявляли, что не испытывают вражды по отношению к черкесам и не считают их своими врагами. Они отмечали, что жестокая политика царизма являлась одним из главных препятствий на пути мирного сосуществования русского и кавказских народов. Революционные демократы Герцен, Белинский, Чернышевский, Добролюбов и другие осуждали колониальную политику царизма. В частности, Добролюбов справедливо подчеркивал, что не русский народ, а самодержавие осуществляет насилие на Кавказе. Окончанием завоевания Российской империи Западной Черкесии завершилась Кавказская война. Ее прямым следствием для адыгского народа стала крупномасштабная национальная катастрофа – массовое изгнание в Османскую империю. Конец цитаты. Вот этот фрагмент я предлагаю включить в учебник истории России. Ну а почему бы нет? Здесь написана правда, что виноват именно царизм, а не то, что какие-то там племена горцев сами виноваты, да, вот сами себя обстреливают. Помните эти фразы? Это примерно то же самое вот сюда вот применяется. Вот. И даже название Черкесия, вот сохранилось название Дагестан, сохранилось название Чечня, сохранилось название Ингушетия и так далее. Название Черкесия специально убрали, стерли, сейчас это Краснодарский край назвали, да? Большинство людей в России, в Российской Федерации считают, что черкесы это вот эта маленькая горсточка черкесов Карачаево-Черкесии, и они действительно, постоянно там какие-то набеги совершали, вот эти именно черкесы, из этой территории, да. На самом деле Черкесия была вот по левую сторону Кубани, на момент начала вот этой войны, она по левой стороне Кубани, вплоть до моря, вот то, что сейчас в Краснодарском крае, вот это все была Черкесия. Название Черкесии вообще извели, про черкесов ничего не говорят нигде, ни в учебнике, нигде. Это впоследствии приводит к межнациональным конфликтам. Недоговоренность, нерешенность этих вопросов. Я вот одно не понимаю, вот эти составители учебника, я понимаю, что они за самодержавие, что ли. То есть они оправдывают действия тех царей. Вот в Российской Федерации минимум 90% людей это так называемые бывшие холопы, потомки бывших холопов, низшего сословия, так скажем, да. И теперь представители низшего сословия с таким благовением, да, ой, царь, ой, как хорошо, царь, да, вот так что ли? Я вот не понимаю, почему вы восхваляете этот царизм? Екатерина II, почему она великая? При ней самое сильное закрепощение было, кстати. А великая она только потому, что захватила, аннексировала территории, только из-за этого. То есть тот, кто считает ее великой, это имперец. Но вы-то сами кто? Вы же не дворяне и не будете ими. Вот это мышление для меня очень непонятно, не знаю. Я еще один отрывок приведу из учебника и все. 19 февраля 1861 года император Александр II подписал манифест, возвещающий отмену крепостного права, а также ряд законов, регулирующих проведение реформы. Крестьяне освобождались землей, однако земля не сразу становилась их полной собственностью. Свой надел они должны были выкупить у помещика, по-прежнему работая на барщине или выплачивая оброк. Размеры выкупа земли в каждом регионе были разными. Конец цитаты, я дальше не буду зачитывать. Здесь не указано, что очень много бывших крепостных отправились для колонизации адыгских земель. С адыгских земель
были изгнаны, принудительно изгнаны адыги, на их место заселяли вот этих вот бывших кучеров и прочих, потому что они не должны были выплачивать за эту землю. Понимаете, земля доставалась бесплатно, и многие ехали. И как к этому относиться, да? Вот если бы с вами такое сделали, любой этнос, любой, кто меня сейчас смотрит, если бы с вами такое сделали, как бы вы отнеслись к Александру II или Евдокимову? Но мы точно так же относимся к ним. Это негодяи, военные преступники, и я считаю, очень правильно был убит Александр II. Единственное, до сих пор он не осужден официально за вот эти вот преступления, к сожалению. Евдокимов не осужден. Ну там много, я не буду затягивать время, много кого надо бы вот так осудить. А в нашем учебнике почему-то пишется совсем другое. И хочу вот подвести итог. Вот такая вот ложь в учебниках как раз таки ведет к шовинизму и нацизму. То есть, в данном случае учебник истории России ведет к тому, что среди русских будет развиваться нацизм и шовинизм. И я вам ответственно заявляю, что государство долго на этом не продержится. На нацизме и шовинизме. Предлагаю изменить параграф 13-14, изменить то, что там указано, и указать вот то, что я предложил из академического издания «Адыги», включить оттуда вот эти несколько пунктов, несколько абзацев. И тогда, поверьте мне, Российская Федерация ничего от этого не потеряет. Наоборот, вот все многонациональный народ Российской Федерации уже будут более доверчиво относиться и к самому государству, и к стране своей. Я уверен в этом смысле. И считаю, что это надо сделать. Все, от кого что зависит, пожалуйста, отреагируйте, отреагируйте на вот это и обратитесь к этим издателям учебника. Большая у меня просьба к вам. Если этого не сделать, я очень переживаю, что мы скатимся к межнациональным конфликтам, потому что доверие к такому государству, доверие будет падать. Там, где указывается ложь в истории, к такому государству доверие падает. Подумайте об этом и сделайте, пожалуйста, то, что я прошу. Всего вам доброго.